Ксения, расскажи, пожалуйста, какие необходимые инструменты и технологии данного творчества? Для изготовления таких поясков нам понадобится бердечко. Бердечко. Бердечко что собой представляет? Бердечко представляет собой дощечку с прорезями и отверстиями. Так, дощечка сделана из фанеры или из чего? Из дерева. Из дерева, да? Да. Из тонкого. Так, сколько здесь прорезей, сколько здесь, так вот визуально, потом мы посчитаем. Всех разное Всех количество. разные. Да. Так, называется бердечко. Да, бердечко. Это называется челнок. Челнок, типа ножа. Да. Но и бывает не в виде ножа. И еще бывает что? Не в виде ножа. Так, Но все. Тоже из разные. дерева. Из березы или из чего? Из сосны? Я точно не знаю, их покупали. Покупали. Да. В бердечко мы заправляем основные нити. Сколько? В зависимости, какой мы хотим поясок. Но если бердечко большое, то и прорезей больше, и поясок получается тоже больше. Вот. В отверстие мы заправляем нитки и в прорези. Эти нитки, которые заправлены, называются основные нити. А на бердечко мы закручиваем другие нитки. Эти нитки называются уточные. Расстояние между этими нитями, вот это расстояние называется зевом. Это узорный, получается, пояс. Узор будет такой же. Дальше что надо делать? Потом начинаем приступать изготавливать поясок. Чтобы поясок получился красивее, надо, чтобы была натяжка. То есть к другому концу мы должны будем привязать талию человека. Так, помощники у Ксении у нас является девушка по имени... Анна. Еще раз? Анна. Анна и девушка по имени Ираида. Ираида. Да, вот так. Теперь натяжку чуть запуталась. Так, получается, закончили здесь. Теперь мы берем, поднимаем зев и мы должны, чтобы нитки, которые в дырочках, были наверху. Они наверху. Теперь мы проходим челноком здесь и подбиваем, чтобы поясок получался аккуратнее. Эту нитку держим и челнок так проносим. А кто вас обучал, Ксения? Надежда Николаевна. А Надежда Николаевна это кто? Бабушка? Нет, Надежда Николаевна, она работает в музее. На библиотеке. На библиотеке. Так, а в то же время в прошлом данной технологией ваши бабушки, прабабушки владели или нет, как вы думаете? Да, они тоже занимались таким же плетением, только они занимались на станке. И были просто-напросто очень творческими людьми. Нет, они использовали эти пояски как обереги. Как обереги. Но это творчество. Ну, не прям. Теперь мы меняем зев, чтобы были сначала в дырочках нитки, теперь меняем вот так и собираем те, которые так собираем и подбиваем челноком. Так они не будут там проходить. И также переносим на другую сторону. Так, а вот это изделие, которое у вас на коленке, вот это как называется? Это? Да. Это называется мода 2019. А кто, технология какая? Мы просто пришли в магазин и купили. Так, сразу. Так сразу купили и все? Да. Так Теперь просто? мы опять меняем. И так проходим.
подбиваем. Чтобы лучше она подбивалась, можно вот так потянуть и пронести. Так, благодарю вас всех, Ксения, особенно вас, за познавательное, приятное общение и объяснение. Конфеты.